Дорогие друзья, для тех, кто не вовремя включил телевизор, повторяю нашу тему. Пророк Мухаммед. Пожалуйста, свободный выбор. 3 ключевых слова. Операция, откровение и вознесение. Операция. Когда Мухаммеду было 3 года, он перенес серьезную операцию. Меня интересует, кто оперировал, что сделали с его сердцем и какие следы остались на теле. Я могу предположить, Кто оперировал? если не ошибаюсь, то это архангел Джабрил, когда спустился на землю, он оперировал Мухаммеда, и если не ошибаюсь... Мы называем его Гавриилом. Гавриил, ну, мы христиане. В некоторых версиях просто. Нет, все правильно. И он вытащил, он вонзил свои руки в его грудную клетку, как бы вытащил сердце, и после этого немножко полежал и вложил его обратно. После чего А зачем вынимал? Оно осушилось, как не осушилось, оно... Но он исцелил его. И... Исцелил сердце? И после того, как вложил обратно в грудь... Чем наполнил? Сердце? Он вложил в сердце... Сейчас, секундочку. Не Коран, а основные положения ислама. Продолжайте. И после Какие следы остались? У него на груди остался главный исламский знак. К сожалению, не могу вспомнить, как он называется. Я бы присудил штрафное очко. Наверное, вы особенно за грудь. Особенно за грудь. Прошу, следующий этап. Со штрафным очком на зеленой дорожке можно ошибаться еще раз. Здравствуйте. Карима Федорова, город Нижневартовск, Тюменская область. Очень приятно. У пророка у Мухаммеда... Это был Джабраил, все сказано правильно. Значит, меня интересует, вынули... на спине... Подождите секундочку. Вынули сердце. Что сделали с сердцем? Чем наполнили? Сердце очистили от духовного, от того, на что влияет шайтан, сатана. И чем наполнили? Светом. А? Вы сказали светом. И что осталось на теле? Между лопаток печать пророка осталась. Пятном, печать пророка. По которой впоследствии его узнавали. Ваша честь, с вашего позволения, я читаю правильный ответ, а вы решаете. Ангел Джабраил раскрыл ему грудь, не причинив боли, вынул сердце, очистил от всяких скверн, выжав из него горькие и черные капли первородного греха, затем наполнил сердце верой, знанием и пророческим ясновидением, тут было сказано светом. От этой операции на теле пророка осталась между плечами так называемая печать пророчества, пятно величиной с куриное яйцо. Угу. Ваша честь, мы можем награждать орденом, если это полный ответ, и если есть какие-то сомнения, мы можем вручать и медали. Но мы посоветовались в Ариапаге. Все-таки ответ правильный, но не пятерочный, а четверочный. Поэтому, если ведущий не возражает, то мы предлагаем дать медаль вместо ордена. Ваша честь, как ведущий может возражать против вашего справедливого решения? Хорошо. Медаль. Будьте покорным тогда. До конца. Откровение и вознесение. Вознесение. Помните мистическое вознесение пророка на 7-е небо из Иерусалима? Да. Так вот, на 6-м небе Мухаммеда встретил Муса, которого иудеи и христиане называют Моисеем. Увидев пророка, Моисей заплакал. Почему? Можно отвечать? Прямо не думая? Ну, не боитесь? Не боюсь. Тогда отвечайте. Моисей заплакал из-за того, что он считал, что его последователей будет меньше, чем последователей этого человека, который сейчас возносится на небеса. Правильно. Я плачу, объяснил Муса Моисей, потому что вижу преемника, которому предназначено ввести в рай больше людей из своего народа, чем мне удалось сделать со своими отпадшими от веры сынами Израиля. Вы довольны, Ваша честь? Конечно. Прошу следующий этап, без штрафного очка. Выбора нет, откровения.
В ночь на 24 число 920 года эры Селевкидов или 610 года от Рождества Христова, когда Мухаммед спал в пещере, к нему явился некто в человеческом облике со сверкающим свитком в руке и велел: «Читай, или говори, или провозглашай». Очень богатое арабское слово, которое имеет несколько переводов. Скажите, пожалуйста, а в каком месяце это случилось? И сколько лет тогда было Мухаммеду? Думаем? Пророку Мухаммеду в тот год было 40 лет. Вместе я не могу назвать. Так можно еще подумать. И думать не хотите. Тогда думайте, пойдете вы в банк или не пойдете. Стало быть, остался только месяц. Илья Деряхов, Республика Саха-Якутия, село Верхний Бестях. Это был месяц Рамадан. Какой? Рамадан. Рамадан? Да. Ваша честь, совершенно верный ответ. Блестящий ответ. Что, орден даем? Ну, конечно. За один только месяц Рамадан? Нет, возраст-то знает 40 лет. А Рамадан священный месяц, поэтому можно... Священный месяц Рамадан. Слушаюсь и повинуюсь, Ваша честь. Орден прошу. Я не иду Я не иду в банк. А куда вы идете? на трибуну. На трибуну. Прекрасная госпожа, это ваше решение. Сильнее всего, лучшее дело и утешился. Сильнее всего. Очень красивый вопрос. Рассчитываю, что будет очень красивый ответ. В одной из своих проповедей Мухаммед учил: Аллах говорил ангелам: крепкие горы, но железо крепче гор. Огонь сильнее железа, вода сильнее огня, ветер сильнее воды. А что сильнее ветра? Я предполагаю, что вера в единого Бога. Вера — это прекрасно совершенно, но здесь требуется точная цитата, поэтому со вторым штрафным очком вы, милостивый государь, переходите в следующий этап. Благо, это зеленая дорожка. Кто поможет? Карима Федорова, город Нижневартовск, Тюменская область. Это милостыня Садака. Она сильнее. Золотко, сама милостыня. Тот, который дает. Тот, который дает. О чем знают, о чем знают или не знают руки? Поднятые. Читаю правильный ответ, а вы решаете. Добрый человек, подающий милостыню, если он скрывает от левой руки то, что подает правой, Да. тогда он сильнее всего и всех. Так говорит легенда. Никто не сказал. Она хотя бы сказала милостыню. Да. Ваша честь, решайте, пожалуйста, что вы даете, орден или медаль. Но Учитывая, что вопрос был сложный, часть правильного ответа была сказана, с руками не получилось, поэтому мы предлагаем дать ей еще одну медаль. Ваша честь, а по нашим правилам, 2 медали, одна это уже у орден. нее есть. Это орден, Да. так что, если, Пожалуйста. прекрасная госпожа, вы не возражаете, вы сдаете медали, получаете орден. И у вас сколько становится орденов? 2. 2. Да хранит вас Аллах. Лучшее дело и утешился. Лучшее дело. Лучшее дело. Но вы знаете, господин, что если вы сейчас правильно отвечаете на вопрос, Догадываюсь. учитывая, что на красной дорожке никого нет, а вы ни разу не ошибались на желтой дорожке, то есть если правильно сейчас отвечаете, то вы выходите в полуфинал, вы нас покидаете. А если ошибаетесь, ничего страшного нет. Так какой вопрос поберем? Лучшее дело. Лучшее дело учил пророк Мухаммед — поклоняться Богу. А после поклонения Богу какое дело лучшее? Но я предположу, что это проводить время с семьей. То есть Воспитывать детей, например. Обучать их исламу. как к ним относиться?
по Корану, по шариату. Ну, поточнее, пожалуйста, поточнее. Я и так вам довольно сильно помогаю. Относиться к ним ласково, А с к жене как? заботой, К жене? с любовью, С любовью к жене? да, А если я вдруг зайду, как ко мне относиться? с уважением, Ну, с миром зайду. с почетом, с уважением, как к гостю. Правильный ответ, Ваша честь. После поклонения Богу лучшее дело любить друг друга, говорил Мухаммед и учил, что любовь должна начинаться с семьи. Что Завуалировано, но ответ правильный. Вы так скажете, потому что если вы признаете этот ответ, Да, нет. то тогда этот господин нас покидает, потому что он уходит в полуфинал. А, это тогда хорошо, тогда мы за. То есть можно ему. Конечно. Благодарю вас. Я испугался Игорь слова. Середа из «покидает». города Анапы, на берегу моря находится, Краснодарский край, уходит от нас в полуфинал, потому что, Ваша честь, он умница. Он Чем мы его и досрочно, поздравляем. он досрочно выиграл на желтой дорожке. Прошу. Прошу, на трибуну, вы теоретик. Остались 4 вопроса. Эти вопросы я задаю теоретикам, то есть тем умникам, которые сидят на трибунах. Там есть вакансия в полуфинале. Утешился, ключевое слово. Когда у Мухаммеда умерла любимая жена Хадиджа, пророк горько плакал по поводу ее кончины. Но потом утешился. Более того, он даже обрадовался. Почему? Так. Владимир Балыкин, город Нижний Новгород. Он утешился тем, что ему пришло откровение, в котором было обещано, что Хадиджа получит от Аллаха особенный дом в раковине, в большой раковине. У меня в сценарии иначе написано. От ангела он узнал, что в раю... От ангела он узнал, что в раю Аллах предоставил его любимой жене Хадидже дом из полой жемчужины. Да, и это была неслыханная милость. Но у меня-то красивее, чем у вас. Конечно, неслыханная милость Аллах. По-моему, очень хорошо. Но у меня лучше. Правильный. Даем орден. А вот скажет, сколько была разница между Хадиджей и Мухаммедом в возрасте? На самом деле разные источники называют разные цифры, но основная цифра, насколько я помню, 18. В принципе, где-то рядом. Там, так сказать, в общем, по основным книгам 15. Все-таки 25 и 40 там. Ну, почти правильно. То есть вы довольны этим ответом? Очень. Ваша честь, поскольку вы в нарушение сценария Да. задавали дополнительный вопрос. Извините. На один вопрос, Ваша честь, извините, это мало. На один вопрос он ответил и заработал орден. Да. Он ответил на ваш замечательный вопрос. Ну, хотя бы медаль дополнительно. Но народ говорит, можно дать медаль все-таки. Я посоветовался, и мы... То есть орден и медаль. Я прокурор, но в данном случае адвокат. Орден и медаль этому замечательному Справедливо, господину, справедливо. Ваша честь. Да. Храни вас Аллах. Альхамдулилля. Следующее ключевое слово «видение». Перед Матской битвой решили вырыть ров с той стороны, откуда ожидали неприятеля. Мухаммед участвовал в работах. Ударил ломом о скалу, посыпались искры, и явилось видение. Что высветилось в пламени видения? Так. Карима Федорова, город Нижневартовск, Тюменская область. Значит, у пророка спросили, пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, что он увидел 3 искры. Одна искра подарит ему, он дойдет до Ясриба, или ислам распространится до Ясриба. Вторая — Сирия и Магриб, и третья — Машрик. Он уже, простите, в Медине был. В Ясрибе, как вы говорите. Значит, что? Медину пропускаем? Магриб, Сирия и Машрик. Магриб и Машрик. А Машрик что такое? Машрик — это Восток.
То есть она специалист по медалям. Из этого ответа ясно, Ваша честь, докладываю, что в этом видении были знамения будущих завоеваний ислама. Совершенно правильно. Но я хотел бы Кариме сказать, чтобы она не путалась. Есть Магриб, есть Машрик. Значит, Магриб и Машрик. Вот Сирия, она входит в Машрик. Вот все касается, грубо говоря, Ближнего Востока, это Машрик. А вот Северная Африка, это Магриб. Просто вы так перечислили, как будто это три понятия. Да, ну а так сказать... Ваша честь, у меня вопрос. Надо еще идти и задавать этот вопрос, чтобы получить полный ответ кому-то другому, или можно читать правильный ответ? Ну, зачитайте ответ правильно, мы подумаем пока, что дальше делать. Знаменуя будущее завоевание ислама, чудесные искры высветили Йемен, императорский дворец в Константинополе и башни резиденции персидского царя царей. Вот здесь мы сомневаемся. Все-таки не совсем точный ответ получился. Но здесь была одна... То есть Источников очень много, Ваша честь. Я просто хочу сказать, что в этих искрах, и это прозвучало, высветились будущие завоевания ислама. хорошо бы нас уговорили, пусть еще будет одна медаль. Еще одна медаль. Следующее ключевое слово – явление. Ангел Джабраил 12 раз являлся Адаму, 42 раза являлся Ибрахиму, Аврааму, 400 раз Мусе, Моисею, 10 раз Исе, Иисусу, а сколько раз Джабраил являлся пророку Мухаммеду. Прошу. Андрей Бурмасов, село Суда, Пермский край. Пророк Джабраил являлся к Мухаммеду 24 тысячи раз. Без комментариев, отличный ответ. Второй год участвует. Не удалось поступить в МГИМО, хотя был призером. Вы справедливый судья, это видели миллионы наших телезрителей. Спасибо. Будьте справедливым проректором. Спасибо. Орден, конечно. Когда Мухаммед умер, 3 города предлагались для его погребения. Какие и где и почему предали земле пророка? Дмитрий Семенов, город Ярославль. Пророка похоронили... Нет, вначале какие города предлагались? Мекка, Медина и... Куфа. Нет, давайте серьезно. Город, который считается, стоит на 3-м месте. Иерусалим. Совершенно верно. И, Мухаммеда похоронили в Медине, в запретной... в мечети пророка. В каком месте? Здесь на источники не сваливайте. Это очень известный и очень интересный и очень своеобычный факт из жизни великого пророка. Стойте, вы ответили на половину вопроса. Илона Хатакова, Республика Северная Осетия, Алания, город Владикавказ. Пророка похоронили именно в том месте, где он умер. Это в его доме, в комнате Аиши. Совершенно правильно. Внимание! Могилу выкопали в доме его жены Айши под постелью, на которой он скончался. То есть постель отодвинули, выкопали могилу, там похоронили пророка, постель задвинули, и потом там хоронили еще и других великих людей ислама. Ответ блестящий, я считаю. Даем 2 ордена. Как 2 ордена? Ну, мы так решили. Наш Арепак так решил. Милостивый человек. Огонь закончен, и мы переходим в эпилог, дорогие друзья. Я очень люблю эпилог, потому что вопросы там простые. Умники не отвечают на эти вопросы, отвечают только те, которые еще в клуб умников не вступили, и можно подсказывать, и даем медали. Вопрос номер 1. Кто первым из окружения Мухаммеда принял ислам? Здравствуйте, Мария Барыбина, город Волгоград. Первой приняла Хадиджа, его жена. Первая жена. Первая жена, да. Первая медаль у вас в эпилоге. Вопрос номер 2. В первом походе было поднято первое знамя, знамя ислама. А какого оно было цвета? Анна Спирина, город Ульяновск. Белого?
Так это я спрашиваю. Белого. Белого. Вы уверены? Белого. Ну, я так думаю. Медаль, пожалуйста, за знамя белого цвета. Правильный ответ. А у вас есть медаль, что ли? Да. А чего вы прячете от меня? Я не прячу. Стыдитесь медали. Нет. Ну, если вы сейчас сдадите эту медаль, то мы вам дадим орден, потому что Я сдам. 2 медали – это орден. Спасибо. Вам спасибо, госпожа. Прошу, орден, медаль примите. И последний вопрос эпилога. В мусульманском календаре, как и в нашем, христианском, 12 месяцев. А какой по счету священный месяц Рамадан? Прошу. Владислав Морозов, город Тула, 9-й. 9-й. Священный месяц Рамадан в мусульманском календаре. Медаль. Эпилог окончен. Интервью с судьей, и вам обязательно вопрос, дорогие мои.